Здравствуйте, это Сабина, это канал Суполка Студбай, и сегодня мы поговорим с Владиславом Новицким, парнем, который получил 2 года химии за хоровод и сумел избежать диктатуры. Здравствуйте. Давайте начнем с первого вопроса. Это будет вопрос о том, чем вы занимались в Беларуси до событий августа 2020 года. Где учились, где проживали, что делали, чем любили заниматься? В свое свободное время в городе Бресте я учился в БРГТУ. Также я закончил музыкальную школу по фортепиано, поэтому любил заниматься музыкой, писал сам музыку. Также пел в хоре «Белая вежа» при моем университете в БРГТУ. И в свободное время также еще занимался веб-разработкой. Это прекрасно, что у вас была такая бурная жизнь, веселая студенческая жизнь до событий августа. Но давайте поговорим сейчас про именно 9 августа. И так как вам 19 лет, насколько я знаю, выборы в 2020 году стали для вас первыми. Можете ли вы сказать, что первый блин комом? Или как это для вас происходило? Скорее да, потому что, если так можно выразиться, прошли мои первые выборы замечательно. Это были действительно мои первые выборы. Но 9 августа в тот момент я хотел выйти на улицы. Единственное, возникла такая проблема, что мои родственники, мои близкие не хотели, чтобы я выходил очень сильно. Из-за этого такой получился большой спор у нас в семье. Но все-таки я решил их послушаться, не хотел с ними сильно ссориться, поэтому я остался в тот момент дома. Но я выходил еще до этого на митинги, поэтому в стороне я и не оставался. И в тот момент мне только оставалось лишь мониторить по телеграм-каналам, что там происходит, пока еще был интернет. А как происходил твой первый раз, твоя первая акция? Что тебя сподвигло на то, чтобы прийти туда? И какие эмоции ты переживал в тот момент? Мне кажется, это все еще началось, когда задержали Бабарика, насколько я помню. Возможно, я могу ошибаться, потому что я еще ходил ставить подписи. Естественно, я фактически не пропускал ни одну акцию в городе Бресте на тот момент. Тогда люди особенно после августа, ходили очень много, и когда вот задержали еще Бабарика, я ходил по улицам, люди все были веселые, люди все, скажем так, были дружелюбны очень друг к другу. Даже за свои 19 лет я не припомню такого, чтобы люди, незнакомые друг другу люди, так улыбались и были жизнерадостны по отношению друг к другу. Что меня сподвигло, мне даже так кажется, что не сколько даже политика, потому что не сказать, что я очень сильно интересовался этим до этого момента, скорее что-то такое человеческое, потому что мне очень было больно наблюдать, как ни в чем не повинных людей просто избивали на улицах, опять-таки не допускали к выборам кандидатов, а особенно сажали в тюрьмы. Я знаю, что тебя задерживали. Можешь ли ты рассказать о том, как это происходило, когда это произошло, и о том, что было дальше во время твоих суток, если они были? Да, сутки были. Я был задержан 13 сентября в городе Бресте. Но мне кажется, можно начать немножечко издалека, потому что за неделю до этого были задержаны студенты из моего родного университета. Тогда я вышел в их поддержку с другими студентами, мы выходили к фонтану. На тот момент еще у нас был наш ректор Драгон прошлый. Тогда мы требовали того, чтобы администрация в университете сделала все возможное, чтобы студентов выпустили, тех, которые были задержаны как раз-таки 7 сентября. И насколько мне известно, насколько я помню, все-таки получилось у нас. И уже через неделю я также вышел на очередной марш. В тот момент он проходил именно возле перекрестка. Он был на перекрестке фактически в городе Бресте. И в связи с этим это была такой очень хорошая возможность именно для милиции всех окружить, поймать и при этом потом еще сделать такое уголовное дело, в котором я стал подозреваемым, потом впоследствии обвиняемым и уже получил срок. Так вот, в тот момент, 13 сентября, я вышел на этот марш. Опять-таки, все люди были очень радостны. Это было похоже на такой большой карнавал, не знаю, большой праздник. Все были очень такие радостные, все были
в бело-красно-белой одежде с флагами, и люди остановились на этом перекрестке. Они начали танцевать, петь, водить хороводы, я тоже не стоял в стороне. Это было очень такое замечательное действие. И после этого неожиданно из ниоткуда приехал водомет, поливачка так называемая в народе уже, и людей начали просто задерживать со всех сторон. Приехал автозак, всех людей окружили, и я был вынужден забежать в аптеку с другими людьми. Мы стояли в сцепке, пытались оттуда как-то выбраться, но зашел, скажем так, сотрудник ОМОН, и меня он задержал с самого первого. Конечно, эмоции были ни с чем не похожи. Мне очень так жестоко заломали руки. Опять-таки, вначале меня не хотели отпускать из этой сцепки, но слева от меня стояла девушка, такая очень молодая, справа женщина в возрасте, поэтому я просто видел, как они еле-еле держатся на ногах, и они тоже очень страдают из-за того, что сотрудник меня очень сильно оттягивал. Он мне к тому же разбил губу, но все-таки я решил отпустить других людей, чтобы меня уже задержали, других не трогали, и меня вели вот так по классическому методу лицом в асфальт. Фактически я касался носа, так тягали за волосы, руки заламывали, и меня закинули в автозак. В автозаке мне казалось намного больше места, так визуально, со стороны, а внутри было очень душно, было очень, очень плохие условия. Меня закинули в этот шкафчик внутри автозака и начали, естественно, там материться, кричать, бить дубинками по стенам, после чего меня уже отвезли в изолятор временного содержания. Сотрудники там относились более-менее нормально к людям. Я видел только, как сотрудники ОМОН кого-то избивали, а именно сотрудники ВС, именно в тот день никого особо не трогали. Поэтому меня просто пару раз попугали, меня посадили в эту камеру, где условия, я думаю, все уже знают, очень ужасные. Там, в принципе, туалет — это вот эта дырка в полу. Сама камера совсем небольшая, на 6 человек, и там я сидел 3 дня, нам не давали не мыться, нам не давали выйти на прогулки. Питание было тоже такое себе, скажем. И, опять-таки, там меня неоднократно пугали. В основном это была администрация ИВС. Говорили, что я не смогу учиться, что я буду 100% отчислен из университета, что я такой плохой, что я пошел на митинги, и это все плохо, что мне заплатили деньги, и вот все эти вот старые сказки, которых неоднократно нам рассказывали по телевизору. И вот эти 3 дня прошли, ты вышел из ИВС, и как дальше ты жил? Как ты дальше ходил в университет? Как к тебе относилась администрация? Как на тебя, в принципе, повлиял этот опыт? И смог бы ты просто заткнуться, как тебе велели там в этом ИВС? Безусловно, нет. Это после этого события в жизни у меня много чего поменялось, и я даже не подозревал, насколько еще дальше все это поменяется. Как только я вышел, я очень был рад тому, что когда меня повезли в суд, когда меня должны были осудить по статье 23-34, там я встретил именно своих друзей, своих очень близких людей, которые меня ожидали. Там мне было очень приятно, потому что я знал, что эти люди меня ждали в течение фактически всех 3 дней в этом доме правосудия, и я получил штраф, после чего я вернулся в университет, и со стороны именно администрации были такие вот профилактические беседы, но опять-таки в основном все люди, которые там работают, учителя, преподаватели, деканаты и все остальные, они хорошо ко мне относились, то есть у них... Они, скажем так, не хотели сразу меня отчислить, и они не имели больших претензий. Но, естественно, были определенные такие личности, определенные люди, которым это не понравилось, скажем так, и, возможно, они как-то вот хотели бы, чтобы я дальше не учился, чтобы там со мной разговаривали те же какие-нибудь сотрудники милиции, что, в принципе, было потом уже впоследствии. К нам в университет приходил старший прокурор Брестской области, и вот остальные такие представители правоохранительных органов, как начальники РУВД. Так что за свое время я вот успел наобщаться практически со всеми.
Вот смотри, в университете такая репрессивная машина условно, тебя по итогу все-таки отчислили. И что дальше? Как ты понял, как вот пришло все к тому моменту, что тебя судили уже по делу о хороводах? И как ты об этом узнал, и как проходил процесс? Хотел бы еще сделать эту помарку. Меня все-таки официально именно вот по этому поводу не отчислили. Сейчас вообще непонятно, что с университетом. Но вот что касается уже уголовного дела, то да, все происходило так, что некоторые преподаватели, я бы не хотел называть их имена, фамилии, там в основном вот, там старые люди какие-то, которые вот наслушались пропаганды по телевизору, они, возможно, где-то не хотели, чтобы я получил зачет, но все это не сказать так, что было похоже на большие репрессии со стороны преподавателей. На тот момент, когда была старая администрация университета, все было, в принципе, еще как-то нормально. Естественно, внутри университета студенты провели все возможные акции, различные выходы к фонтану. У нас постоянно, я помню, где-то с сентября стояла милиция, стояли вот эти вот бобики, стояли тихари, которые поджидали постоянно, пока студенты выйдут к фонтану. И у нас все-таки происходили такие вот различные мероприятия, когда фактически весь забор нашего университета был увешан бело-красно-белыми ленточками. Это было очень красиво, я даже не мог представить, насколько это возможно за ночь такое вот сделать. И вот потом, уже фактически через месяц, после такого более-менее нормального обучения в университете, ко мне домой пришли в 6 утра сотрудники правоохранительных органов. Они пришли без повестки изначально, я на тот момент спал. Я проснулся, сказал им, что все-таки едьте за повесткой, езжайте, и тогда уже приезжайте обратно. Они вернулись, и вот под видом такой профилактической беседы они меня повезли изначально, насколько я помню, в УВД. В УВД меня начали расспрашивать, запугивать, с кем я был на акции, был ли один на том мероприятии 13 сентября. Я, естественно, сказал, что я никого не знал там, я никого не видел. Мне угрожали тем, что меня опять посадят на 3 дня в ВВС, что я не буду учиться и все вот такое. Ну, в итоге они ничего от меня не добились и сказали просто то, что я прохожу теперь как подозреваемый по уголовному делу. И меня взяли под руки и повезли в Следственный комитет. И там уже мне выдали все вот эти вот бумажки, что я подозреваемый, мои права и обязанности и все остальное. То есть вот это было таким вот началом не очень, скажем так, радостного периода в моей жизни, потому что все это предварительное расследование, оно длилось около 5 или 6 месяцев, и это был очень такой тяжелый период для меня. Ну вот смотри, сейчас идет дело студентов к завершению, и там тоже не самые утешительные прогнозы. Что ты думал о своем деле? Думал ли ты, что, возможно, тебе не дадут срок и так далее? Надеялся ли ты все еще на эту систему? Если честно, я изначально имел какие-то надежды на то, что я как студент, возможно, не получу какой-то вот такой жесткий достаточно срок. Я, во всяком случае, изначально, конечно, у меня были такие еще надежды на какой-то штраф по статье 342. Но, естественно, потом эти уже надежды не развеялись, потому что я понимал, что вокруг происходит. Опять-таки, я смотрел на прошлые суды по вот этому же хороводному делу. И, собственно, я уже начал склоняться хотя бы примерно вот к домашней химии. То есть я думал, что мне дадут возможность учиться, что я смогу получать высшее образование, смогу заниматься вот теми делами, о которых я говорил до этого, то есть музыкой, мог бы заниматься веб-разработкой в свое свободное время. Но уже когда я все-таки пришел на суд, когда уже прокуроры запросили 2 года химии с направлением, я понял, что тут, в принципе, уже вот именно в тот момент я понял, что меня ничего не держит, потому что после этого я интересовался, смогу ли я учиться, будучи на химии с направлением. Естественно, я бы не смог учиться, меня бы сразу отчислили, и еще шли такие разговоры о том, чтобы меня отчислить без права на восстановление. То есть мне бы не дали ни возможности учиться, опять-таки я бы не смог нормально работать, получать какую-то вот хорошую такую специализацию, и поэтому я не видел других таких вот хороших перспектив. И что касается вот даже сейчас по этому делу студенчества, я на самом деле просто так обескуражен был, когда услышал вот эти сроки. 2 года, 2,5 года. То есть я вообще даже не мог поверить, что простым студентам за
такие вещи могут дать такие большие реальные сроки уже в тюрьме. Да, серьезно, ситуация с делом студентов — это просто большой шок, и их последнее слово. Если кто-то не читал, обязательно почитайте, это очень вдохновляет и показывает, что даже там люди могут оставаться свободными. И все-таки, Владислав, вы сбежали, вам удалось избежать диктатуры, удалось выбраться на волю. Прямо сейчас вы находитесь не в стране, не в Беларуси. Можете ли вы немного рассказать о том, как вам удалось выбраться, и о том, как вы живете сейчас? Я, как я уже сказал ранее, когда меня только запросил прокурор 2 года химии с направлением, я уже тогда понял, что, в принципе, мне особо нечего терять, потому что у меня фактически все отбирают. В связи с этим я решил бежать. Я решил бежать в Польшу все-таки. Я просмотрел карты, посмотрел примерно место, где граница не такая большая, не такая широкая по реке Буг. И после чего я пытался искать где-то там информацию в интернете все-таки с других устройств, не своих, то есть там делать все возможное, чтобы меня вот именно правоохранительные органы не могли никак отследить или что-то вот найти. И я выбрал вот именно день, буквально месяц назад, и собрал свои вещи, запаковался и ушел из дома. И вот на попутках я доехал примерно к границе. Там я шел фактически по таким вот полям, лесам, болотам, то есть было очень тяжело на самом деле, это уже было ближе к ночи. В тот день, по-моему, была такая гроза, дождь, было на самом деле очень страшно. И нужно было все это делать достаточно тихо, то есть я слышал, как проезжали рядом патрульные машины, я слышал даже лай собак в один момент, то есть было очень невероятно страшно, даже не знал, что делать, и научиться этому никак невозможно, поэтому я вот так тихо пробирался, и в один момент приходилось даже делать подкопы под колючую проволоку, чтобы меня никак нигде не заметили. И вот пробираясь вот такими вот очень дремучими лесами, я дошел именно до самого Буга. Там я привязал к себе свой рюкзак, положил его в пакет, чтобы он не утонул. И вот таким вот образом я начал переплывать Буг. Там, что самое интересное, на меня немножко, скажем так, ополчилась местная фауна, на меня напал дикий бобер, было на самом деле очень неожиданно, так что да, это было такое вот маленькое приключение, но все обошлось, все-таки я вышел оттуда целым и потом уже встретил пограничников польских на другой стороне, а сейчас я проживаю в лагере для беженцев. Не сказал бы, что здесь отличные прямо условия, но я не умираю с голоду, у меня такие очень минимальные средства есть, мне выдают их там раз в месяц. Конечно, этого не хватает на то, чтобы снимать свое жилье, на продукты так-сяк еле-еле хватает. И сейчас я планирую все-таки как-то заниматься своим образованием. Я пытаюсь писать в различные фонды, пытаюсь, чтобы меня взяли на обучение в польские университеты. Учу польский язык и вот буду продолжать заниматься веб-разработкой и вот теми вещами, которыми я занимался еще в Бресте. Ну, слушай, это будет последний вопрос, на самом деле. Вот если посмотреть на весь твой опыт, на все последние месяцы, через что тебе пришлось пройти, жалеешь ли ты о том, что было, и как бы ты отнесся к этому опыту, и что бы ты посоветовал другим студентам, которые все еще сидят в университетах, некоторые под репрессиями страдают, в том случае, когда они хотят изъявлять свою волю и так далее, что бы ты им посоветовал, как человек, который прошел через это все максимально? На самом деле я бы сказал то, что этот вот страх, который людей держит, он есть только тогда, когда ты не знаешь, что будет дальше. Когда ты ожидаешь каких-то допросов, ожидаешь каких-то обысков, ожидаешь вот этих вот каких-то проблем. На самом деле, когда ты сам отставишь свою позицию, действительно веришь в нее, то у тебя страх действительно пропадает. То есть, когда ты за такое вот правое дело, когда ты действительно веришь в свои силы, свои усилия и то, что ты делаешь это правильно, то у тебя страх действительно просто так пропадает. И даже вот ситуации в моем родном университете, когда 9 студентов были отчислены,
На самом деле, я думаю, что это все произошло лишь по той простой причине, что другие студенты побоялись выйти и выразить свое недовольство все вместе, забастовку или что-то в этом духе, и в связи с этим просто нашли вот так вот единичных людей выбрали, и они попали вот под такие вот локальные репрессии. Поэтому пока действительно все, даже не просто студенчество, а вот люди, они будут сидеть и ожидать того, что кто-то будет за них решать их же судьбу, я думаю, вряд ли что-то так можно для себя лично в жизни изменить. Поэтому я не жалею то, что я сделал. Я думаю, что сделал все я правильно, я делал так, как я чувствовал, и по-другому, наверное, я бы все-таки не смог. Спасибо, Владислав, спасибо не только за это интервью, а в принципе за всю вашу деятельность. Это поражает, насколько студенты, я сама студентка, насколько все включились в этот процесс отстаивания прав, своих свобод. Это похвально, это вызывает только слова восхищения, эмоции восхищения. Спасибо большое за это интервью. Я уверена, что многие, кто его посмотрит, что-нибудь для себя подчеркнут, что-нибудь важное отсюда. Вот. И спасибо большое, была рада увидеться. Живи Беларусь! Живи вечно! Thank you.